Құрметті достар, бүгін бізге үлкен мейрам отанымыздың тәуелсіздік күні. Дорогие друзья, в этом году Казахстан отмечает 30-летие независимости нашей Родины. Казахстан – наша родная земля, наше наследство. Красив и богат Казахстан, страна древнего народа. Свободен, величав и первоздан, родной мой, лучезарный Казахстан. Казахстан – это имя страны. Казахстан – это имя весны. Казахстан – это солнечный свет. Казахстан – это имя победы. Борьба за независимость нашей Родины началась очень давно. В глубокой древности в Персии правил царь Кир. Он решил захватить землю, на которой жили наши предки, массагеты. Переправившись через Сырдарью, он предложил царице массагетов Томирис выйти за него замуж, но царица отказалась. В битве массагеты разгромили войско царя Кира. Томирис приказала опустить его голову в мешок с наполненной кровью и сказала: нельзя взять в жены целый народ. Ты хотел крови, так вот она. Единство и достоинство, свободу и независимость отстаивали верные сыны и дочери нашей Родины. Это гордые массагеты и их царица Томирис, мудрые Толеби, Айтикеби и Казыбекби, которые в тяжелые времена сохранили единство народа. Честь народа сберегли славные сыны Отечества Батыры, Кабанбай, Богенбай, Наурызбай, Райымбек и многие другие. Колониальная политика царизма привела к тому, что Казахстан оказался под угрозой потери языка, веры, культуры и традиций. И всколыхнулась степь. Национально-освободительные движения в разное время возглавляли Сарымдаты, Исатай Тайманов, Махамбет Утемисов, Кенесары Касымов, Амангельды Иманов. На Казахстан также обрушилась волна сталинских репрессий. Тех, кто оставил национальные интересы, обвинили в национализме, многих расстреляли. Среди них Сакен Сейфуллин, Беймбет Манин, Ильяс Жансагуров, Ахмед Батурсынов, Мағжан Жұмабаев. В годы Великой Отечественной войны Казахстан много сделал для борьбы с фашизмом. На территории Казахстана было сформировано более 20 стрелковых дивизий. 425 тысяч казахстанцев пали смертью храбрых на полях сражений. Более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза. Дважды Герои Советского Союза стали Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда и Иван Павлов. Бір 1996 жылы 16 желтоқсанда Алматы қаласында алған жастар жиналды. Олар тәуелсіздік керек деген тілек білдірді. Милиция жақшырылды, ортаға шығып жастарды ұрып соға бастады. Көптеген жастар түрмеге қамалды. Оларды арасында Қайрат Рысқұлбеков, Ләззат Асанова, Ербол Сыпатаев, Сабира Мухамеджанова болды. Ярким примером независимости стало выступление казахстанской молодежи в декабре 1986 года, протестовавших против игнорирования Кремлем интересов народа. Выходят люди с лозунгом «Республика Ош-Баш-Шоссе! Да здравствует Казахстан! Свободу казахстанцам!». 16 декабря 1991 года на карте появилось новое, демократическое, независимое государство
Казахстан. В это труднейшее время казахстанцы доверили свои судьбы Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, который и стал первым президентом независимого Казахстана. 16 декабря 1991 года была утверждена государственная независимость Республики Казахстан, а 4 июня 1991 года парламентом Республики Казахстан были приняты государственные символы – флаг, герб и гимн. Гимн, герб и флаг – это лицо государства. Свое начало они берут от знаков, которые еще в глубокой древности были символом, объединяющим общины и племена. Я горжусь, когда вижу наш флаг, когда гимн со слезами поют. Мы должны уважать и любить, все прекрасное сохранить. Молодежь, все у нас впереди, наши силы и знания нужны. Будь уверен в нас, Казахстан. За богатство народа люблю, за его доброту, чистоту, за единство и дружбу людей, за их честность и мудрость идей. За богатство прошлого я люблю, за батыров, погибших в бою. У казахов своя страна, свои земли на все времена. У казахов как сбывшийся сон, свой великий и мудрый закон. У казахов звучит как арык, их могучий и мудрый язык. Независимость – это будущее наших детей. Мы передаем им в наследство единство, мир и благоденствие. Пусть каждый день поют, танцуют и смеются дети. Дети Республики Казахстан.